Так, Исанмесес, Мин Иршат, меня зовут Иршат Хаби. Я постараюсь ответить на ваши вопросы сегодня. Задавайте, не стесняйтесь, любые вопросы. Буду говорить, прошу прощения буду говорить на русском языке. Прошу прощения, это не мой родной язык, насильственно мне навязанный, поэтому прошу прощения. Задавайте вопросы, я готов на них отвечать. Так, ну вот давайте, да, первый вопрос здесь у меня. Пишет Анастасия. Мы русские, мы живем в Татарстане. Татарстан наша родина, мы никуда отсюда уезжать не собираемся. Мы вместе с татарами будем защищать суверенитет Татарстана. Так, ну замечательно, очень хорошо. Значит, а мы вас никуда не отпустим. Вы должны быть вместе с татарами. Я призываю всех русских также поступать, также говорить. Я просто вас обнять готов. Это также ваша земля. Если вы говорите о суверенитете Татарстана, если вы хотите жить в свободной стране, пожалуйста, все татары будут вас приветствовать, и таких русских много. Тем более у вас семья, тем более вы там родились. Давайте построим новый Татарстан, давайте построим независимое государство. Это то как раз, что наше правительство и декларирует. Новый независимый Татарстан, где будут жить разные национальности, где не будет делиться ты русский там, или ты чуваш, или там, и так далее, и тому подобное. Пожалуйста, это супер. Мы только будем поддерживать вас. Так, давайте дальше. Вопросы. Так, значит, так, Зульфира Апа, будете ли вы менять кириллицу на латиницу? Да, конечно. Исанмесес Зульфира Апа, я вас знаю. Бигзур Ахмадсызга за вашу активную позицию. Если кто не знает, Зульфира Апа живет в Украине. Вот. Ей 77 лет. Простите меня, что я ваш возраст называю, но это необходимо, потому что молодежь должна брать с вас пример. Вот. Да, конечно, мы планируем, это будет 100% переход. Вообще с русским языком мы попрощаемся. Это не значит, что он будет под запретом, да? Могут быть школы работать и так далее, но государственный язык обязательно в Татарстане будет татарским языком. Вот. И я вообще, у нас программа готовится в правительстве перехода с кириллицы на русский. Это все в процессе идет, это не просто так. Мы готовим программу, мы обязательно перейдем на латиницу. Бигзур Ахмадсызга. Так, как вы собираетесь стать независимым государством, если у вас нет выхода к другим независимым государствам? Это очень хороший вопрос. Я на своем видеоканале уже отвечал на него. Давайте я вам здесь отвечу. Значит, нам без разницы, есть у нас выходы к каким-то государствам или нету. Это, во-первых. Мы обязательно станем независимы, это безоговорочно, это 100%. Нас это не волнует. Будет, значит, если мы будем в центре где-то, если мы находимся где-то в центре, значит, мы будем бороться, и мы добьемся своей независимости, неважно, кто нас будет окружать. Но нас не окружают русские территории, да, практически. Нас окружают башкорты, это не русские. Нас окружают эрзя, нас окружают удмурты, нас окружают казахи. Значит, поэтому ни о какой речи, то, что мы одни, нету. Что, башкиры будут сидеть и ждать, когда им подарят независимость? Конечно, нет.
это хорошо, что у нас такие соседи, да, не русские регионы, у нас очень много, а они что, будут ждать? Нет, конечно, они тоже станут независимыми, как и мы. Ведь мы должны все вместе стать, и если мы станем одновременно все, нам никакой угрозы не будет. Это должно быть, это как нет выхода. Во-первых, у нас будет выход к Казахстану, мы Оренбургскую область поделим между башкортами, татарами, и Оренбург отдадим казахам. Вот и все. А остальные, рядом находящиеся территория, там будут проведены, скорее всего, референдумы, потому что Самара не может существовать отрезанная от русского мира. Да, может быть, там чуть-чуть преобладает русское население, да, чуть-чуть, потому что говорят, что статистике русской верить нельзя, даже букве. Не то, что слово, даже букве нельзя верить. Поэтому это будут в Ульяновске, допустим, да, там татары живут. Там будут проведены референдумы, они будут решать, или свою республику будут создавать, или будут присоединяться к Татарстану. Татарстан это и при Советском Союзе Татарстан в экономическом плане был очень развитым регионом. Он опережал по экономике даже некоторые союзные республики. 5-6 союзных республик он опережал. Поэтому Татарстан, так как один из лидирующих регионов, к Татарстану, я думаю, будет присоединяться новая территория. Мы не будем захватывать их. Они будут сами присоединяться демократическими путями, референдумы и так далее. Так, значит, следующий вопрос, да. Татарам, мишарам в Нижегородской области опять между двух огней оставаться. Значит, это очень сложный вопрос, да, ведь татары если честно, я не знаю пока ответа на этот вопрос, но я вам могу заявить с полной ответственностью, у нас тоже в правительстве готовятся такие документы, да, программа такая, да, что ни один татар не останется в стороне, не останется без внимания татарского государства. Ни один татар в мире, не то что вот там Нижегородская где-то область или еще что-то. Если кого-то обидят, у нас будет как в Америке, ведутся войска. Допустим, вот, в русские регионы, если они будут, допустим, да, как в Нижегородской области. Вот она, по-моему, окружена, да, как раз, да. Кого-то обидели, значит, получите. Татарское государство будет таким. Не будет он нападать, захватывать чужие территории, но если обидели, значит, одного татара, значит, будет немедленное реагирование. Должно быть так, мы должны такое государство построить. Мы и строим такое государство. И у нас в правительстве отдельный блок есть, силовой, который эти вопросы разрабатывает. Так и будет. Так, вопрос. Что за нация? Народ русский с прилагательным. Когда и где жили эти русские? Тогда кто славяне? Это тоже вопрос, я на этот вопрос точно ответ не могу дать, потому что неважно, что я отвечу, меня можно будет обвинить во лжи, неточности и так далее. Поэтому на этот вопрос русские это собирательный народ, это нету чистого русского, да, такой нации не существовало, допустим, как и татар, да, давным-давно. Вот, значит, это собирательное, это финно-угоры, это сборная какая-то, да, это русские, сборная всяких национальностей, да, там, и у них территорий-то нету на самом деле, да, если так посмотреть. Это где-то в Архангельской области, где-то в болотах, вот они оттуда пришли, вот их территория там. Так, дальше, да. Значит, вопрос Рафисабы, Исанмас Рафисабы, это как вы помогаете татарам, да? Ну, конечно, вы лучше всех знаете, да, что мы делаем. Ну, ладно, я отвечу для всех. У нас планируется, допустим, я лично, да, вот у меня дом, я здесь живу, да, вот я где-то 23 человека у меня в доме уже жило, татар, которые пересекли границу с Мексикой. Вот, значит,
Я им дал кров, они жили, были разные. Я не спрашивал за того или за третьего, за четвертого. Я слово слышал татары. И все. Значит, для меня это было в конечном, да, что татар, все, давай, приезжай. Да. Ну, и не только татары. Там меня просил Фарид Абы, чтобы я приютил, там, по-моему, это были... не помню кто, да, ну, близкий к нам народ, да, был, я забыл, как зовут, ой, не зовут, а как называются они. То есть они тоже жили, да. Потом дальше у нас разрабатывается в правительстве, да, вот, разрабатываются программы помощи татарам, да. Я сейчас, если честно, не помню там точно, да, как, и не могу говорить пока, да, потому что это не готовые документы, да, но у нас это все разрабатывается. И мы собираемся полностью, вот как существуют, допустим, еврейские центры, да, которые помогают всем. У нас будут такие же центры татарские, которые будут тоже помогать всем. Потому что, допустим, я встречаю татара, да, незнакомого, просто незнакомого, я лезу обниматься с ним, потому что я татар. Так должно быть, да, когда мы видим татара, некоторые там, ну, может быть, что-то думают, да, такое, мне без разницы. Так должен каждый татар сделать. И вообще мы должны объявить всякие для татар какие-то флешмобы, да, обними татара, допустим, да, это такой флешмоб, да, ты встретил татара, да, ведь мы самый разъединенный народ вообще на самом деле, да, нас разделили на подгруппы, на группы, да, более чем на 40 частей нас поделили, а мы целый народ, у нас один язык, мы должны быть вместе. Рафис Абы, я думаю, что я немножко ответил. Может быть, я что-то забыл, да, вы такой вопрос задали мне, да, я не знаю. Так, нужна программа репатриации для татар. Многие уже подумают о переезде в Татарстан. Очень хороший вопрос. Я не называю, кто это, ну, я время не трачу, не буду называть, кто это, да, просто я читаю вопрос. Значит, смотрите, да, мы также в правительстве разрабатываем план-программу о возвращении татар на родину. Это будет... И также у нас разрабатывается программа, допустим, да, к примеру, вот сегодня Татарстан стал независимым, да, очень многие русские начнут собираться уезжать. В основном это русские, да, которые не любят татар, которые приехали по разным причинам туда, которые приехали в командировку, остались там, где-то поженились или замуж вышли за татара, за татарку и остались там пришлось, но они ненавидят Татарстан, ненавидят нашу культуру и всячески там помогают таким этим Щегловым, там вот этим, идут за ним, русский мир там продвигают. Значит, кто из них захочет уехать, допустим, да, правительство будет выкупать у них, и у кого есть недвижимость, допустим, да, вот Ваня Иванов захотел уехать, да, с семьей, там, в Рязань, и у него есть дом. Значит, правительство Татарстана будет выкупать. Это в проекте, это просто в проекте, мы обсуждаем это в правительстве. Вот такие вещи мы обсуждаем даже, да. Значит, правительство Татарстана будет выкупать у него этот дом, плюс 10% доплачивать, чтобы он уехал. Вот. Значит, вот как первый вопрос был от Анастасии, да, которые мы русские, она говорит, мы русские, она подчеркивает, мы никуда отсюда не уедем. Слушайте, вы достойны просто, ну, это очень редко бывает, да, но поверьте мне, под туманом вот этой русской пропаганды, пьяной вот этой, да, этой свинячей пропаганды русской, многие татары даже так не думают, как думает Анастасия. Поэтому это очень важно. Но наша задача как раз донести это до всех. Бекзур Ахмад Сызга, Анастасия. Вот. И дальше, да, значит, значит, я так понял, что... Так, да, вот такая программа у нас существует, у нас только разрабатывается, значит, это будет не только для возвращения татар, но и у ее, кто не хочет жить, кто нас считает вторым сортом, вторым народом, пожалуйста, у вас же есть земли там где-то, да, ну, наверное, есть, я не знаю, вот, пожалуйста, с катертью дорога. Значит, так, следующий вопрос, да, я не разбираю, значит...
Почему татар очень мало объектов, несколько татар с французами? Почему татар очень мало объектов и несколько татар? Давайте мы сравним себя с французами, себя с англичанами, себя с американцами и так далее. У нас ЮНЕСКО, да, так мы кто? Мы татары, мы такие же, как французы, как англичане, но мы рабы. Мы рождаемся рабами и умираем рабами. Мы боимся что-то сделать. Какой ЮНЕСКО? Мы сначала должны стать независимым государством. Потом, вы поверьте мне, о татарах заговорит весь мир. Весь мир мы должны сделать так. Мы должны захватить весь мир. И мы захватим весь мир. Чем? Своей культурой, своим красивым языком. У нас самый красивый язык. Когда я встречаю татара, и он начинает со мной разговаривать, знающий татарский язык татар, все мои знакомые, которые знают меня, да, татары, вот здесь женщины очень много живут, вот мы общаемся, они всегда со мной говорят только на татарском, потому что на русском я запрещаю просто говорить с собой. Потому что это язык моей мамы. Это язык моей мамы. Даже если я что-то не понимаю, я все равно говорю так, потому что я татар. Так. И поэтому какое может быть сравнение, да, с французами, там, с этими, да? Мы такие же люди, мы свободные, мы свободолюбивые люди. Иначе нас бы уже не было. Но мы в рабстве. Вот с этим нужно заканчивать. И мы закончим с этим. Мы обязательно с этим закончим. Меня аж дух перехватывает, когда я это говорю. Так должен говорить каждый татар. Так. Значит, как относиться к тому, что Россия интересует Татарстан против казахского... Как вы относитесь? Как я могу относиться... Как вы относитесь к тому, что Россия ликвидирует Республику Татарстан и превратит ее в Казанскую область, а приграничный район Татарстана вернут Башкирии и соседним областям? Слушайте, русские с нами уже сделали все, что могли сделать. И даже если они на бумаге прекратят существование татарского нашего государства, это им не поможет, мы восстановим. Это еще лучше, мы просто не будем знать границ тогда, когда будем восстанавливать границы Татарстана. Пускай разрушают себе на голову. Значит, мы Московскую область сделаем регионом Татарстана. Да, значит, пусть делают. Сейчас у них хотя бы есть границы. У нас, вернее, да, у татар есть границы, да, на которые мы можем ориентироваться. Ликвидировав эти границы, у нас не будет границ. Мы захватим все, все русские территории мы захватим. Это я говорю к тому, что вопрос такой, да, что нас ликвидируют или что-то сделают, пускай ликвидируют. Разве мы не восстановим язык? Восстановим, в Татарстане будет татарский язык. И через 10-15 лет в Татарстане будет стыдно разговаривать на русском языке. Так, дальше. Значит, почему историки мало говорят о разрушенных татарских городах? Потому что не дают им, наверное. Да? Как вы относитесь к Шаймию, Минихану, другим татарским действующим политикам? Не кажется ли вам, что они внутри тоже за независимость просто боятся Москвы? Это очень хороший вопрос, да, смотрите. На самом деле, что произошло, да? В 90-х годах, в конце 80-х, в начале 90-х годов, конечно, они хотели, да, и был подъем. Они, может быть, надо понимать, что это совковые деревянные такие политики, да, которые... Тогда же не было такого, да, свобода, да, вот эта глобализация, такого не было. Они такие политики только под козырек всегда отдавали, да, как сейчас, да. Вот у нас появилась возможность в 90-м году, да, когда мы могли выйти вообще, да, если бы они не продались, ведь они нас не предали, они даже не испугались, а их просто купили. Как человек, допустим, на предательство идет, да, его сначала шантажируют, да, говорят, вот ты там то-то сделал, потом хотят купить, вот. И вот на этом этапе, когда их купили, вот они тогда предались. Их не пытали, их не мучили, они до этой стадии не дошли. Они просто нас предали. Допустим, там, скажем, Гульсирене Апа не стала миллиардером, да, который работала где-то бухгалтером, да, в конторе, а он стал. Как так?
разве возможно стать за такое короткое время миллиардером? И поэтому их просто купили. Они не предали, они продали нас. Понимаете? И у меня отношения, и вообще, конечно же, все памятники, которые ставят, это все искусственно. Люди спят. Ну, татарин, да, он на гармошке умеет играть, может брови нахмурить и сказать: Ельцин хотел ввести войска там в 90-х годах, да? Ну, конечно, а что, он с полотенцем на руке вам блюдечко на свободе принесет? Конечно, надо было воевать, и мы будем воевать. Если это придется, мы будем воевать. Потому что мы татары. Мы предки, мы должны посмотреть на себя. Когда я так говорю, у меня в глазах появляется свинец, да? Вот. Мне тяжело об этом говорить, но мы должны на себя посмотреть. Мы стоим у окна. Мы стоим у окна и смотрим. Это окно, это будущее, это окно возможностей, да? Это открытая вселенная. Это чрезвычайные возможности, необъятные возможности, да? Но мы смотрим через решетку, мы не замечаем решетку. Если мы отойдем от окна, вот так вот, да, появятся решетки. А мы просто смотрим в прорезь. Там стоят русские решетки. Мы должны посмотреть на себя со стороны, разрушить эти решетки. И тогда мы, как я говорил, мы захватим мир не войной, а потому что мы татары. Вот. Потому что в мире столько возможностей, да? Народы живут, друг другу улыбаются, разговаривают на своем языке, детей учат своей культуре. А мы под русским сапогом должны жить и смотреть через решетку на эти все возможности. Так не должно быть. Мы должны посмотреть на себя со стороны. Кто мы? Мы потомки воинов, которые не сдались. Вот. Или мы будем продолжать жить под русским сапогом, которые погибли, но не сдались. Вот. Мы должны на себя посмотреть, потому что мы татары. Кто мне может сказать, что делать? Мне, татару, как воспитывать своего ребенка? Вася или Петя? Мне никто не может сказать, потому что я татар. Так, дальше. Почему так? Почему проводит политику этноцид татарская нация? Почему проводит политику этноцид татарская нация? Ну почему? Потому что русские, вот и все. Потому что русские. Так, дальше, значит, татарство, если претензии по поводу оккупации русских татарских земель. Так, Рафис Абы, да? Так. Как живут татары в США, если у них претензии по поводу оккупации русских татарских земель? Ну, конечно, каждый человек не хочет войны, да? Но особенно в США очень мало татар, которые заинтересованы в независимости нашей независимости. Ведь отсюда все начинается, да, с родины. Ну вот кто мы, да, вот мы, наверное, я ответил на этот вопрос, да, выше. Вот. Конечно, очень мало татар, которые... Я много очень призывал здесь, я писал объявления, призывал, говорил: давайте, ребята, давайте выйдем. Меня там заблокировали, там в этой группе заблокировали. Вот. Поэтому это очень мало. Поэтому, Рафис Абы, вы же знаете, какую мы работу ведем, да?
какую мы ведем огромную работу сейчас. Мы только начали, да, подготовка была большая, но мы только начали. И я думаю, мы все то, что мы запланировали, мы добьемся всего. Значит, так, кто работает в правительстве, да, вопрос, кто работает в правительстве и как вы относитесь к Ашаповым? Так, хорошо, это очень хороший вопрос тоже. У нас в правительстве работают умные, профессиональные. У нас 3 профессора есть. 3 профессора, я не буду называть фамилии. У нас работают люди все с высшим образованием, по-моему, кроме меня. Да? У меня 2 высших образования незаконченных. Вот. И есть, значит, у нас 80% молодежь. У нас работают в правительстве такие волки, как Роза Курбан. Это, знаете, если бы у нас был Татарстан независимый, то это политики были бы мирового уровня. Да? Это вот Роза Курбан. Я попозже скажу про Нафиса и Рафиса Кашаповых. Это огонь. Роза Курбан – это огонь. Да? Она очень опытная, она очень мудрый политик. Она у нас. Вот. У нас работает сильный духом Фарид Абы, Закиев. Да? Это просто можно только по одной вещи судить, да, что человек в таком возрасте, да, но это все-таки возраст, да, мне, допустим, 55 лет, я тоже, так ощущаю, да, возраст. А человек в таком возрасте решился все бросить и переехать в другую страну, начать жизнь заново. Это не каждый сможет, молодой. Вот. Я много общаюсь с татарами, не только с татарами, а в Татарстане. Это, конечно, это была угроза, да, что его посадят, да, и так далее, и тому подобное, но все равно, да. Может быть, и обошлось бы все, но этот человек достоин уважения, я его очень уважаю. У нас еще несколько есть аксакалов, про которых я не хочу говорить. Вот. Значит, а кто такой Рафис Абы, да? Значит, давайте я пару слов о Нафис Абы, да, сначала скажу. Настолько, насколько я его знаю, да. А Нафис Абы такой, да, по-моему, он много не разговаривает, он сразу в морду бьет. Такой он, да, человек. Поэтому его и назначили мы министром спорта, да, он назначен министром спорта на прошлой неделе. Вот. А Рафис Абы, он, знаете, если вы будете разговаривать с ним по телефону, вы молодой человек, да, 17-летний, то вы не почувствуете разницу, да, это такой коммуникабельный, это умный, это дальновидный, это такой политик мирового уровня. И если, допустим, убрать у русских языковой барьер, то он любого русского политика, и не только русского, положит на лопатки, в диалоге, там, в прениях и так далее. Это такой человек. Я бы хотел, это коммуникабельный человек, да, это вы, поэтому у него у него очень много молодежи, у него очень много, у него все возраста, понимаете? Есть же вот такие люди, да, которые там, со своим возрастом и все, а это другой человек, это человек. Я бы хотел, чтобы у меня был такой брат. Вот. Я бы хотел, чтобы у меня был такой друг. Я бы не хотел, чтобы у меня был такой враг. Вот. Я так вкратце могу о нем сказать. И я очень благодарен судьбе, что я познакомился с ним, и вместе с ним я работаю. Вот. И у нас сейчас женщин очень много, да, очень умных женщин, да. Некоторых можно называть, некоторых, я для равновесия, что я не буду никого называть. Единственное, я скажу, вот у нас Аида есть, женщина очень талантливая, она тоже назначена на министерский пост по национальным вопросам и так далее, да, по религиозным, по-моему, у меня просто в голове все Вот, я хочу сказать, что это очень образованная, очень умная, очень такая, это тоже двигатель. Это двигатель, она двигает. То есть вот мы собрали такую команду, которая через некоторое время будет равносильно той, ставленникам, Шаймиевым как раз, Минихановым. Поэтому нам сейчас уже ставят подножки. И очень сильно, я не буду о них говорить. Хорошо, давайте дальше.
Вот. И Бигзур Ахмат всем, кто... Я хочу сказать, что у нас очень много молодежи, да, я хочу поблагодарить их. Я даже... У нас так выстроено, да, все, что некоторых мы даже не то, что не знаем, да, мы, конечно, знаем, да, для безопасности, да, чтобы, потому что мы работаем в таких условиях сейчас, да. Я хочу всех поблагодарить, сказать Бигзур Ахмат Сизга за вашу работу, известных и неизвестных, особенно неизвестных, что вы отдаете себя, да, и вы не выпячиваете себя в этот, ну, не выпячиваете, не карьеристы и так далее. Вот, значит, так, следующий давайте вопрос. Значит, кто вы, кем вы там работаете, с чем вы занимаетесь, и ну, какая у вас должность? Ну, смотрите, да, значит, у меня нету должности никакой, я помощник Рафи Сабы, я помощник, я какие-то вещи координирую, помогаю, потом у меня связи с вот этой группами, которые у нас есть в Татарстане, у нас сейчас на данный момент больше 10 групп, которые существуют, да, мы готовим офицеров, да, у нас есть несколько инструкторов за границей, по-моему, двое, по-моему, с Украины, ну, я, ладно, не буду говорить, значит, эти группы находятся, значит, 4 группы находятся в бла-бла-бла, там, по-моему, 3 находятся в бла-бла-бла, и еще там находятся в бла-бла-бла, я не буду говорить, где они находятся, но в Татарстане точно есть, да. Значит, кого мы готовим? Мы готовим офицеров, да, потому что мы же готовимся к чему? Зачем мы правительство, да, организовали? У нас задача сделать так, в первую очередь, да, чтобы не было кровопролития. Если бы мы хотели кровопролития, оно бы давно случилось, да, у нас есть возможность такая. Значит, мы не хотим кровопролития, мы хотим наладить контакты с Миннихановым, Шаймиевыми, с их окружением у нас и есть контакты, да, мы хотим сделать так, чтобы они тоже, у них же сила, да, мы хотим так, чтобы они нам помогли. Самое главное, не важно, кто это сделает, важно, чтобы мы наконец-то вышли с этого русского мира. Я спросил перед эфиром, можно материться или нет, но я не буду материться. Вот. Это самая первая задача. Пусть сделают они, объявят о независимости. Мы на следующий день будем там. Мы будем помогать. Мы не будем просить ничего. Но будут выборы, и мы будем выставляться на выборы, мы будем участвовать в выборах, в честных выборах под наблюдением европейских и зарубежных наблюдателей, да, то есть честные демократические выборы. Вот. И мы ищем контакты. Или мы придем по-другому, да, и тогда вам уже не будет прощения. У вас будет спрос за все. Мы налаживаем контакты, у нас есть контакты, у нас с ближайшим окружением есть контакты, мы переговариваем с ними. Вот. А насчет моей должности, ну, Рафи Сабы мне предлагал должность, вообще я не хочу политикой заниматься, я не хотел политикой заниматься, да, но политика занимается мной, поэтому я татар на земле 15 миллионов, да, русской статистике верить нельзя, как я сказал, даже букве нельзя, да, им вообще верить нельзя, ни договорам, ничему вообще нельзя верить. Значит, нас по статистике 15 миллионов, из них таких, как я, активных, да, мужчин, там, женщин, ну, где-то, допустим, 7 миллионов, да, ну, с 7 миллионам правительство не даст должности, да, поэтому я хотел бы, как простой татар, да, чтобы и зачем мне должность, да, потому что все идет так, как я хочу, да, все идет так, как хотят миллионы татар. Сейчас все идет так у нас в правительстве, как хотят миллионы татар. Нам зачем должность? Мы каждому должность не отдадим. Мы просто должны объединиться. У нас должен быть какой-то объединяющий фактор, да, который мы при слове татар мы должны бросать все дела. Если татар попал в беду, неважно какую, да, даже если он виноват, значит, мы спасаем татара,
а потом мы разбираемся, кто виноват. Вот так должно быть, да, как чеченцы. Вот попробуйте чеченцев, давайте. Вот во Франции наехали на чеченца, там пол Франции снесли чеченцы, молодцы. Вот мы с них должны брать пример. Вот, поэтому я хочу, чтобы у меня была должность, я и Рафис Абых сказал, Рафис Абых, дайте мне, пожалуйста, паспорт, дайте мне паспорт гражданина свободного Татарстана. Все, мне больше ничего не нужно. И это всем нужно. И, кстати, мы паспорт сейчас делаем тоже, у нас макет паспорта есть. Мы его делаем без русского языка, конечно, это я такие смешные вещи, да, говорю. Вот, значит, вот так вот, то есть так должно быть. Мы должны быть как единый кулак все. Так, значит, кто-нибудь занимается возвратом исторических реликвий с оружейной палаты и так далее? Ну, слушайте, это вопрос такой. Никто не занимается. И заниматься это бесполезно, потому что, бесполезно заниматься. Что говорить? Давайте вот в клетке что вы сделаете? Руку протянете, что-то возьмете там между решетками или что? Вот. Как вы относитесь к тому, что гораздо более сильно Россия выселит татар с Татарстана, например, на берега Татарского пролива? Я уже на этот вопрос отвечал. Они могут делать все, что угодно. Если на берега Татарского пролива, значит, Татарский пролив будет нашим в будущем. Так, что делать с татарами, которые служат в ФСБ в Казани на улице Большой Красный, 23? Очень хорошо. Конечно, я знаю, да, я знаю, и у нас, ладно, я об этом не буду говорить. Значит, у каждого из нас есть семья, да, у каждого. И вот эти вот, которые служат, у них тоже есть семья, да, с татарами. С русскими бесполезно разговаривать, тем более офицеры, они должны или быть потом, если они не уйдут сами, значит, стать удобрением у нас для выращивания там картошки или что, да, как в Украине. Или они должны просто убраться. А вот с татарами другое дело, да, мы должны попытаться, чтобы ни одной татарской крови не пролилось. Неважно, кто он, да, неважно, потому что ко мне тоже можно претензии предъявить, да, я татарского не знаю, да, там кому-то еще можно претензии предъявить, он этого не знает или он этого не делает. Ну, а с этими людьми, да, нужно искать их семьи, разговаривать с ними через семью. Они сами сейчас уже задумываются, да, побольше проводить вот таких вот разговоров, да, побольше. Ведь у нас ничего нету, да. Мы сейчас собираемся, кстати, телевидение открывать, да, первое татарское телевидение. Нам нужна помощь вообще на самом деле, да, и финансовая помощь, да, и помощь в ведущих там, и вся остальная помощь, да, которая необходима, потому что мы работаем на общественных началах, и мы не работаем, мы пашем. Вот мы пашем на самом деле, да, то, что делается за полгода, мы делаем там за месяц, да, мы сделали очень большую работу. Пока я не буду говорить, что конкретно мы сделали, но это мы в дальнейшем вы увидите, да, все. Значит, что нужно сделать, да, ни в коем случае на татар нельзя не то, что даже руку поднимать, да, надо сначала разговаривать. Если настолько мозги их обрусели, значит, они поедут в виде багажа вместе с русскими чекистами к себе на землю. Туда, в Рязань или там, куда они должны поехать. Вот, дальше, да, почему из говоров и диалектов татар делаются языки других народов? Практикуйте северо-западный диалект башкирского, где татарский язык объявлен всем. Так, слушайте, смотрите, да. Значит, давайте вот еще один вопрос, да, есть, я сейчас зачитаю, да. Значит, что, и как раз этот вопрос я к этому присоединю. Значит, что вы думаете о татаро-башкирских проблемах, башкирской проблемы, да, татар и башкортов, да. Вот у нас на самом деле очень большая проблема, да, между татарами и башкирами, вот прям очень большая, да. Но какая это проблема, да, это русский мир, это русские оккупанты. Как только мы прогоним их, никаких проблем не останется. Мы все решим дипломатическими путями с башкортами. Вот вы посмотрите.
Потому что все то, что сейчас говорится татарами, допустим, да, с башкортами, это последствия русской провокации, да, везде раскиданы битфортовые русские шнуры. Между башкирами и татарами, между ингушами и чеченцами, да, везде, в каждом народе. Вы посмотрите на Кавказе, что они задели. Там клубок целый, да. Вот, значит, как только мы изгоним их, никакой проблемы не останется. Я уже сказал, что за каждого татара, которого обидели, будут вводиться туда или... Ну, это я так просто говорю, да, но с башкортами у нас никакой проблемы нет. Мы все решим дипломатическими путями. Никакой. У нас одна проблема – это русский мир, это русская оккупация. Их ставленники. Все. Вот я считаю, что... И тем более и лидеры башкортов, да, вот Рустам Габасов, допустим, тоже об этом говорит, да, что мы решим обязательно, когда мы будем независимы, мы решим эту проблему, да, языковую. Ну, говорит человек, все, значит, и вот мы говорим, и у нас на совещании мы обсуждаем этот вопрос, да, тоже поднимаем его, и ни в коем случае нельзя это решать силовыми методами. Вселенная Богом дано, что мы живем рядом с соседями. Или мы пойдем по русскому пути и будем везде искать врагов, или мы будем договариваться и жить в мире. Башкорты – это наши братья, кто бы что ни говорил, да, ну, это наши братья, так же, как все соседи, да. Вот об этом диалекте и так далее, это вот как раз входит в этот ответ, вот этот вопрос о диалекте, потому что я, если честно, я не знаю, да, диалект там или еще что-то. Я знаю, что это все русские сделали. И про диалектику, и про там вот мишари, астраханские татары, такие татары. Мы же не говорим рязанские русские, да, или московские русские. Мы же так не говорим. Почему мы про них не говорим, а про них говорим? Смотрите, давайте Беларусь и Россия. Все нормально? Никаких проблем нету? Нету. Только политические там битфортовые шнуры. А здесь национальные, да, что разделяй и властвуй, да, натравляют специально, чтобы пользоваться этим, да, чтобы ставить, направлять и так далее. Вот у них проблем нету с белорусами у русских, да, а у татар с башкирами есть? Да, конечно, нет. Это все русские делают так, что у нас какие-то проблемы. Когда их не будет, мы решим эти проблемы. Так или иначе. Так, значит, как по-вашему... давайте отсюда, да, еще давайте отсюда я зачитаю. Значит, как по-вашему должен ли Татарстан быть надсмотрщиком над соседями, да, когда будут все независимы, или они должны быть независимыми государствами? Конечно, какие насмотрщики? Мы не русские, мы не должны повторять русский путь. Нам выгодно, да, когда наши соседи богатые экономически, да, когда они правовую политику проводят, когда это правовые, богатые, демократические государства. Вот у нас, допустим, Башкортостан на юге-востоке, да, по-моему, да, Татарстана, да. Если Башкортостан будет богатым, экономически развитым, правовым государством, да, то наша эта граница защищена. Оттуда не придут русские, не нападут никто, защищена. А у башкир защищена их граница со стороны Татарстана, да. Это северо-запад получается, да, по-моему, да, я если путаю что-то, извиняюсь. Вот так должно быть, да. Нам невыгодно будет иметь в соседях бедные государства. Мы должны, если мы будет у нас возможность, мы должны помочь. Мы должны сделать так, чтобы все государства, соседи наши, были богаты, как в Европе, да? Франция, Бельгия, допустим, да, там Монако. Вы посмотрите, маленькая страна, меньше, чем Татарстан, а богатая больше, чем расизм. Мы так должны жить, да, чтобы наши соседи были крепкими государствами, чтобы мы с ними, чтобы мы ездили, как в Евросоюзе ездят, да, чтобы мы в случае какой-то опасности, это уже априори будет, да, что если мы будем сильными государствами, да, что делают русские? Они специально своих соседей ослабевают и делают из них щит, ну, какой-то щит, да, потому что они нападают на напавшую страну, они из напавшей страны делают щит.
Потому что они, если будет эта страна сильная, вот как Украина, что сделала Украина? Да? Она хотела идти по своим путем. А русские не давали. И вот, пожалуйста, война. Вот, допустим, ну вот примерно на этот вопрос вам ответил, да, что Татарстану выгодно только сильные соседи, сильные государства. Так, еще какой-то я хотел вопрос задать. Так. Как вы будете привлекать к своей стороне народ Татарстана? Да, это очень хороший вопрос. Как мы будем привлекать? Мы сейчас над этим работаем. Вот мы, самое главное для нас, да, мы сейчас работаем над проектом партии, да, который мы будем создавать. Партию, одну из партий, да, потому что в Татарстане должно быть несколько партий. В Татарстане должно быть демократическое... Татарстан должен быть демократическим государством, да. Ведь татары не знают, что в этом смраде, да, вот этом русском смраде, не знают, как люди живут, как вообще другие народы живут, да, что есть права у людей, да, что ты можешь подать в суд на президента, да, что, допустим, президент, да, это такой же чувак, как сантехник, да. Значит, что такое свобода, да? Свобода – это когда сантехник и президент по закону отвечают одинаково перед законом. Вот что такое свобода. Свобода – это когда правительство сносится на корню, если нарушено какое-то правило, какой-то закон. Они нарушили, они должны сразу уйти в отставку. Если они не выполнили обещание свое, они должны уйти в отставку. Мы тоже так же. Вот мы сейчас себе такую планку сделали, да, провести Курултай в Америке, да. Это то же самое, это очень сложно, это очень затратно, но мы обязательно проведем. Ну, я надеюсь, мы проведем. Вот. Вот это и есть привлечение, да, чтобы татары внутри Татарстана увидели, что есть какая-то сила, на которую можно опереться. Это мы. Мы принесем законы, правила, да, они будут знакомиться, да, что это, да, что они предлагают, как они предлагают дальнейшую судьбу. Ведь у нас есть машина времени, да, мы можем сесть в машину времени и отправиться далеко, в северную, ну, как мы будем жить, какой мы путь выберем, да, если мы выберем русский путь, значит, мы садимся на машину времени и едем в Северную Корею, да. И, пожалуйста, вот Татарстан через некоторое время – это Северная Корея. Или мы садимся опять в машину времени, даже не нужна машина сейчас времени, да, вот, пожалуйста, мы будем жить как Европа, как европейское государство демократическое, или мы будем жить как Северная Корея, выбирать нам выбирать, но не освободившись от вот этих решеток, да, перед окном возможностей, мы этого не сможем сделать. Мы должны это сделать, мы обязаны это сделать, да, потому что мы татары. Вы знаете, я вот получил 100 шишек я получил, а 99 я получил от татар. Но я здесь, я борюсь, я буду бороться. Каждый татар должен так. Нужно убрать все. Мы в Татарстане обнулим все русские настройки. Ни одной русской настройки там не останутся. Останутся там те, кто будет поддерживать нашу независимость, татарскую. В Татарстане будет татарский язык. На чем вот те люди останутся, да? Неважно, это русский или не русский, там, да, это не важно. Важно то, что вы поддерживаете независимость Татарстана. Все. А правительство не может делить, да, ты такой или такой, ты русский или какой-то. Для правительства все должны быть обязательно граждане, да, вот есть граждане Татарстана, все, и точка. А кто он там, чем занимается, правительство не имеет права. Вот еще, да, один очень важный вопрос, я вспомнил как раз, кстати. Смешанные браки, да, многие говорят, смешанные браки, там то-сё, там фалян-тугалян. Ну и что? Это личное дело каждого, понимаете, это личное дело каждого. Правительство, никакое нормальное правительство не имеет права сувать свой нос в личную жизнь человека.
Я захотел, я пошел и женился там на ком угодно, или там замуж ушел. Значит, что должно правительство делать, да? Оно должно, вот на чем держится государство, да? Это язык, это традиции, обычаи, и это государственность, да? Значит, правительство должно стимулировать традиции народа, да? Допустим, к примеру, да, вы поехали в Узбекистан, и вам понравилась узбечка, вы, ну или в Таджикистан, Узбекистан, возьмем Узбекистан, да, вам понравилась узбечка, и вы говорите, я на тебе женюсь, да. Если это будет в Ташкенте, допустим, да, ну, Ташкент – это современный город, да, как любая столица мира, да, то вы можете, может быть, это и можете сделать, и то с трудом, я сомневаюсь, что вы сделаете, да. А если вы в глубинку пойдете, где сильны традиции, значит, вам не дадут жениться на узбечке, да? Значит, потому что у них традиции, да, такие, и у таджиков, у всех, да, и у нас тоже так же, да. Узбек женится на узбечке, а узбек выходит замуж за ну, наоборот, да, там, женится на узбечке, а узбечка выходит замуж за узбека. Вот это традиции, да, которые так и не сломали русские. Поэтому у них остались. У нас они сломаны. Мы не можем приказать, да, все, вы будете, только татар с татаром будет жениться, да, и здесь никакой опасности нет в понимании демократии, да, то, что мы несем, то, что мы декларируем, да, что будут какие-то, там, кого-то сжигать будет, да, вот эту ересь русские придумали насчет Фаузиапы, которая она якобы говорила, да, что сжигать будут там людей и так далее, да, и, конечно, она не говорила, да, такого. Это все русские провокации. Поэтому правительство должно стимулировать традиции, да, татарские, должно обычаи стимулировать. Вот оно что может, да, оно не может приказать. А уже традиции сами выберут свой путь. И так и будет, да, там не нужно ничего никому запрещать. Дальше, значит, у нас что делает правительство? Да? Посылает национальную сборную по футболу. Национальную сборную по футболу. Она же не посылает русскую, вот, допустим, корейцы, южнокорейцы не посылают русскую, да, там чужую. Она свою национальную. Вот это и есть одна из частей традиции, это на мой взгляд, да, одна из частей. Потом Татарстан будет обязательно светским государством. Да? Это безоговорочно, это условие такое светское, направлено на европейское, да, развитие государства, демократическое, правовое, да, где человек будет, где самым главным, самым ценным ресурсом это будет человек, и его жизнь, его здоровье и его свобода. Вот что должно быть в Татарстане. Вот наше правительство, что несет туда, в Татарстан. Вот, значит, я не знаю, это мы заканчиваем или еще продолжаем. Так, как мы будем вытеснять мир ваник, то есть апологетов русского мира из Татарстана и других республик? Смотрите, да, поэтому сейчас начинаем работать, чтобы наше правительство уже пришло готовым туда, да, ни в коем случае нельзя. Будут провокации, конечно, да, будут провокации, но мы должны настолько, и первые, на мой взгляд, да, это на мой взгляд, первые 3 указа как должны быть, да, это один из указов должен быть, это о защите населения от всяких там посягательств, да, как это делается технически, я не знаю, да, но это должно быть так, что никто не должен, с одного человека в Татарстане не должен упасть волосок, да, это наше будущее. Но в Татарстане обязательно будет только татарский язык государственный. Это не значит, что будет под запретом русский, там, чувашский или какой. Конечно, нет. Развивайте, пожалуйста. Вот в Америке живут 5 миллионов татар. Ни одной русской школы нет. Ни одной. Это говорит о том, что нужна ли русским в Татарстане русская будет школа. Я не знаю. Ну, наверное, нужна будет, потому что их много, да, там. Я не знаю. Вообще во всем мире русских где-то примерно 45 миллионов населения. То, что в России, там это вранье все, и я, как говорил, уже нельзя верить. А опасна ли конфедерация русских земель? Опасен ли Китай для Татарстана? Китай – это такая же Россия. Китай – это… Смотрите, да, давайте посмотрим на Израиль. Да?
слушайте, пес с ним, с этим Китаем. Если мы будем сильны, да, вот некоторые говорят, да, ой, подорожало там что-то, да, допустим, к примеру, да, вот я сейчас, мне тоже, вот, допустим, очень тяжело, я тоже с устоявшегося бизнеса приехал, у меня отжал мой бизнес, там, депутат Государственной Думы, да, я приехал, и то я в отпуск приехал, я с голыми руками остался, да, вот, значит, что мы должны сделать, да, мы должны стать настолько сильными, что кто бы не задумал что-то плохое про нас, у него начинала голова болеть, понимаете, от последствий. Мы так должны быть, потому что мы татары. Мы не должны забывать, кто наши предки. Русские все сделали, чтобы мы забыли. Опасно, вот, ну, я на ваш вопрос ответил. Вот. Я не знаю, если есть вопросы, давайте еще я отвечу на вопросы. Вот, значит, насчет Курултая, да, вот еще я хотел поговорить. Нам, конечно, насчет Курултая, да, мы приглашаем всех на этот Курултай. Он будет проходить в Нью-Йорке. Мы поможем с билетами, у кого не будет возможности. Мы поможем, мы на следующем месяце уже начнем проводить приглашение, уже рассылать будем и так далее и тому подобное, да. Что вы думаете о восстановлении арабской графики алфавита? Ничего не думаю. Я думаю, нам в первую очередь мы должны перейти на кириллицу, то есть на латиницу, да. Мы должны в Татарстане не должно быть ничего. Смотрите, в Татарстане должно что произойти, да? И я хотел еще сказать про исламскую веру. Наша вера нас вообще спасла, да? Спасла Татарстан от полной русификации. Это наша вера. Говоря о светском государстве, да, допустим, или о языке, да, значит, мне иногда говорят, да, а где деньги, да, допустим, да, на развитие там Татарстана, да, это будет одним из первых указов, да, нельзя начинать, ну, не то что править, да, а руководство независимого Татарстана, да, нельзя начинать с запретов, да, ну, нельзя просто, да, это нигде. Значит, что будет, да, это развитие татарского языка, это о защите населения, и там третье еще, да, там что-то. Вот, значит, где деньги? Да деньги не нужны, деньги. Вообще деньги не нужны. Зачем деньги? Татарский язык, его просто не нужно запрещать, и все, и он пойдет. И также наша вера, да, наша вера, на чем мы выдержали вот это 500-летнее вот это давление, да, вот это издевательство, геноциды, нам помогла наша вера. И также про веру, да, если мы говорим, что все религии должны быть отделены от государства, вообще отделены. Это одно условие, это будет правовым государством, да, и ислам никуда не денется, потому что столько лет он жил под давлением, он никуда не делся, а здесь он расцветет. Но это не должно быть, это мое личное мнение. Это мы даже пока не обсуждали в правительстве, да, это мое личное, я сейчас говорю, мнение, да, но оно не должно быть навязанным, да, как вот сейчас попы ходят по школам, там эти, там третий, четвертый, вот такое не должно быть. Должно быть это отделено, даже налоги платить также, и должны также соблюдаться все права и так далее и тому подобное. Значит, вот я и говорю, да, что вы думаете о восстановлении арабской графики, да. Смотрите, нам нужно, когда вот у меня спрашивают об истории, да, татарской истории, да, я говорю, смотрите, давайте я не буду об этом говорить, потому что бы я ни сказал, также меня можно обвинить во лжи, в непонимании и так далее. Настолько русские изменили нам историю, но мы точно знаем, что мы не сдались оккупантам, мы погибли. И еще одна ложь, которую я точно знаю, да, это то, что брали Казань татары вместе с русскими, это тоже ложь. Давайте представим такую смешную, дикую, ну, дурацкую ситуацию. Да? Русские взяли Украину. Да? Значит, проходит 100 лет. Что они будут говорить? Они будут говорить, это же буряты брали Украину, это же брали татары, там воевали батальоны. Они так будут говорить, понимаете? Это безмозглая масса пошла, их погнали, они даже не спрашивают, зачем, что, почему должны воевать, да? Вместо Украины они должны на Москву пойти, да, они идут туда. И также через 100 лет русские будут говорить, объяснять, так это же буряты взяли Украину.
буряты и татары, и там вот они издевались, чеченцы брали Украину. Понимаете, это вот такая ложь, она сейчас и идет. Поэтому, когда мы станем независимым государством, 40-50 лет нам понадобится нашим историкам татарским всю правду вот эту выяснить. Поэтому, значит, вот, значит, вопрос, что с крещенными, это тоже нацпредатели? Да нет, конечно. Конечно, это не предатели. Почему они предатели? Просто в то время, смотрите, да, когда, допустим, кого-то ловят, да, и не нужно терпеть, нужно говорить все, да. Поэтому у нас в правительстве так и построена работа, да. Работа уже опасная, что что-то, не дай бог, да, с человеком, допустим, встречается, или вообще не только в правительстве, а вообще должно быть так, да, что человек должен все говорить. Ну, рассказывай, расскажи, пожалуйста, пусть слушают. Значит, здесь главная жизнь, да, человека, да, главная жизнь же, правильно? Ты должен все сделать, чтобы сохранить жизнь. Ну, так это на генном уровне, да, получается. И эти люди просто выбрали вместо смерти крещение, да, и получили за это землю, какие-то там ништяки получили, там, ну, что-то вот такое получили. Ну и хорошо, их не надо за это осуждать, потому что, я же говорю, можно каждого обвинить. Я считаю, что мы должны перевернуть страницу, мы должны перед всеми извиниться, всех простить, объединиться обязательно, перевернуть страницу и начать с нового листа. Никого не обвиняя, но помня, обязательно помня, что было с нами. Вот. И мы еще Трампа пригласим, чтобы он нам выстроил стенку между русскими территориями и Татарстаном. Ну, это шутка, конечно, ладно, но надо это иметь в виду, о заборе. Значит, поэтому винить мы не должны винить. А русским надо встать на колени, когда они что-то создадут, встать на колени, всех простить, у всех прощения попросить и начинать с нового листа. Тогда, может быть, это и будет. И потом еще не надо забывать о наших живущих, я чуть не забыл, о наших живущих легендах, да. У нас есть, как я сказал, в правительстве волки работают, да, такие, когда, если бы, вот, как я сказал, независим был Татарстан, то это были бы политики мирового уровня, да. Значит, а у нас есть сейчас живая легенда, да, это Фаузия Апа-Байрамова, да, чуть я не забыл про нее сказать. Это, вы знаете, это 200%, что ей будут стоять памятники не только в Татарстане, в свободном, а в Турции, вообще во всем тюркском мире будут ей стоять памятники. И эта женщина ходит, мучается по судам, понимаете? Может быть, она наша мама. Для кого-то она сестра, для кого-то она дочка, да, у нас тоже долгожители есть, да, для кого-то она еще кем-то, да. Если обидят вашего родственника, да, если обидят вашу маму, сестру, что вы сделаете? Нужно делать это, чтобы защитить ее. Потому что это наша живая легенда, которую мы не должны, мы татары, потому что мы, вот это и есть традиции, да. У нас в нашем свободном Татарстане не будет детдомов, не будет дома престарелых, потому что мы народ такой, мы не должны забывать своих предков. Это одна из составляющих вещей. Мы не должны забывать своих предков, мы должны помнить своих предков. У нас есть предок, это Фаузия Апа. Мы должны за нее горой стоять. Так, дальше. Что будет с товарищем Миннихановым и его семьей? Ну, я откуда знаю? Ну, ничего не будет. Если они сделают так, чтобы Татарстан стал независимым, если будут байские замашки, как вот у Каримова, которого убили русские,
в Узбекистане, который президент был, его убили русские спецслужбы. Как вот этот пес, этот туркменский, вот этот, который издевается над своим народом. Если такие замашки, как будет вот этот с Таджикистана, да, если они будут хотя бы намеки на такое, никакого мира не будет, не должно быть. Мы должны снести просто эту власть. Понимаете? Все равно рухнет. Просто они сейчас же тоже думают, да? А как они думают? Вот они собираются, да, и говорят. Ну, они же, у них есть же какой-то, да, там какая-то вот кучка, да, приближенных, которые друг друга знают. Но они не могут говорить полностью, да, все до конца. Почему? Потому что они думают, ага, вот я сейчас скажу, а тот думает, он мне говорит, это проверка. Пойду-ка я настучу. Понимаете, они в ловушку попали такую. Они не могут. Да, вот был вопрос, где спрашивали, хотят ли они независимости. Конечно, они хотят. В первую очередь, чтобы они были баями. Это вот они так хотят. Но мы должны так сделать, чтобы они об этом даже не думали. Мы должны сделать так, чтобы в Татарстан пришли те силы, пускай это не мы будем, да, но пускай они это сделают, да, мы будем помогать им. А если мы придем, пусть они нам помогают. Мы должны сделать Татарстан демократическим, чтобы мы гордились, да, чтобы мы приезжали и говорили, откуда ты? Я с Татарстана, там туда-сюда, и вот уважительно к нам относились, да. Я когда здесь, допустим, вот я недавно записывался на английский язык здесь, на курсы, да, и мне говорят, откуда you are from, да, ну, на английском. Я говорю, Татарстан. Она говорит, Казахстан? Я говорю, нет, Татарстан. Она говорит, Туркменистан? Я говорю, нет, Татарстан. И она такая подумала, Russian. Я говорю, no Russian, Татарстан. И я ее заставил записать, что я с Татарстана, я не с России. Я не россиянин, я не русский, слава богу. Я татар. Мы должны все так думать и говорить. Вот. А что станет с его семьей? Я не знаю, пусть живет. Мы должны, я же сказал, мы должны простить все, перевернуть страницу и начать заново все вместе. Объединиться мы должны. Мы не должны мстить друг другу. У нас очень много на друг друга обид. У нас очень много... надо простить все это убрать надо, да, все, русских нету, все, мы вот одна семья. Потому что человек, когда рождается, у него две семьи. Одна семья – это Аби-Бабай, это мама, папа, это близкие родственники. А вторая семья – принадлежность к твоей нации. Если большая твоя нация исчезнет, маленькая не останется. Если твоя маленькая разрушится, она изнутри будет подтачивать большую. Должно быть все в балансе, должно быть все вместе. Должно быть так. В общем, нам нужно сделать только одно – объединиться и все. Остальное все пойдет. Мы очень сильный народ, мы очень умный народ. Вы посмотрите, татары везде живут богато. За границей, там или там. Вот внутри Татарстана, да, это искусственное обнищание. Почему? Потому что человек, кроме добычи куска хлеба, ни о чем не думает. Понимаете? А когда мы станем наедаться, когда мы насытимся, они этого боятся, понимаете? Тогда мы будем... И даже этого не нужно делать, да, пускай будет тоже такой же баланс, да, такой, пускай татары должны, чтобы им было, не хватало чего-то, да, чтобы... Я и говорю о захвате мира вот этим, да, что мы захватим мир своей культурой, своим языком, своими... У нас культура больше 1000 лет. Просто у Казанского ханства, у татар культура больше 1000 лет. Что говорить? Так, сейчас. Американцы помогут. Так, сейчас скажите. Так, что вы думаете о булгарах? Ну, что я думаю? Это булгары – это одно из переплетений нашего народа, да, я так считаю. Но я думаю, что неважно, как мы будем называться, да, мы это потом будем разбираться. Я же говорю, чтобы нам, прошу прощения, чтобы нам разобраться в своей истории, нам нужна нам нужна просто, нам воздух нужен, нам никто сейчас не дает. У нас нету библиотек, у нас есть библиотека, да, в Турции, у нас есть в Арабских Эмиратах наши библиотеки татарские, которые невозможно перевести сюда, их уничтожат сразу русские. Поэтому, когда у нас появится возможность, мы узнаем абсолютно про себя все. И я вас уверяю, у нас
есть чем гордиться. У нас очень сильная, хорошая история, поэтому она запрятанная. Поэтому запрятанную историю татар, написавшего, забыл, вылетело у меня с головы, я вот сейчас ее заказал, эту книгу, мы будем ее печатать тоже, да, в тираж мы пустим ее тоже. Значит, и поэтому ее прячут. Вот такие книги, да, потому что у нас наша история так нас сделали мясорубку эту русскую, да, что мы не знаем, мы не можем сказать такие вещи о людях, которых большинство татар не знает. Только те, которые вот непосредственно занимаются. Так, значит, скажите, а планируется новая Татария в королевстве или республике? Есть ли уже хороший кандидат на высший пост в государстве? Какое королевство? Вы о чем? Значит, есть на пост, да, у нас есть премьер-министр Татарстана, сейчас независимый, это Рафис Рафаилович Кашапов. Вот. А дальше будут выборы. Будут выборы. Американцы будут помогать свободному Идель-Уралу. Вы должны запомнить одну вещь такую. Никто никому никогда не будет помогать. Нам не будет никто помогать. Мы не должны сидеть в носу ковыряться и ждать какой-то помощи. Мы должны сами это сделать. Каждый татар. Нас 15 миллионов. Активных, действующих, да, которые могут сознательно думать, которые могут принимать решения без подсказок, которые где-то 7 миллионов, ну пусть будет 5. У каждого народа, в любом государстве, у каждого народа его движущая сила, паровоз, это 10-5% населения его. А у нас больше. Потому что у нас больше. Вот в 90-м году что у нас творилось? Да? Мы выходили. Просто в то время, да, была такая ситуация, да, когда начали тянуть на друг друга лидеры, тянуть одеяло. Это личное мое мнение. Это я анализировал, да, и вот я так думаю, я поэтому говорю. Значит, и тогда Шаймиев как раз и воспользовался этим, да, потому что приезжали москвичи к нему на переговоры и говорили: слушай, да смотри, они там, ну, пока не дерутся, давай мы, вот тебе завод, вот тебе, делай, что хочешь, это Татарстан твой. Вот и все, вот что произошло. А если бы он объявил второй фронт против Москвы, да, нет, сказал бы, да, надо же уметь говорить нет. Надо иметь силу, говорить нет. И когда нужно говорить, иметь силу, говорить да. И тогда, когда чеченцы там умирали, погибали, да, татары хоть и не посылали, да, туда народ, но надо было набраться силы воли, мужества и сказать нет, и все, вот мы не будем, и развивать. А на вот этих ссорах, что сейчас не должно быть, конечно, получилось так, как получилось. Вот, про пост, высший пост государства у нас есть уже, значит, никто нам помогать не будет, как я уже сказал, потому что украинцам не помогали. Сначала они смотрели, что будут делать украинцы. И вышел настоящий лидер и сказал: я здесь, вот, мы здесь, давайте, ребята. И вот они пошли. Так, что вы взяли, что демократия будет самым лучшим вариантом для Татарстана? С чего вы взяли, что демократия будет самым лучшим вариантом для Татарстана? А что лучше, диктаты или что лучше? Мы же живем, вот, понимаете, вот вопрос задает человек, да, который, видимо, очень долгое время там жил, да, нам нужно поменять мозги. Нам нужно поменять мозги, ведь что такое демократия, да, это же, как сказать, да, вот в 90-х началась демократия, и там начали грабить, убивать, ну, демократия же, да, все можно делать, да, а потом в тюрьмах было написано: демократия – это не вседозволенность, и ссували туда, кого попало, да, вот. Просто нужно посмотреть на западные страны, что такое демократия, да. Допустим, многие боятся, что там, скажем, гей-парады, да, там будут, да, или там, или еще что-то, да. Ну, хорошо, давайте я вам для сравнения скажу, да. Значит, у коммунистов тоже парады, да. Ну, давайте просто сравним. Это просто сравнение. Я не за, не против, я ничего не говорю, да. Смотрите, коммунисты уничтожили сотни миллионов человек, да, но у них же тоже парады. Почему мы про коммунистические парады ничего не говорим, да? Они родили таких
Сталиных, Лениных, Мао Цзэдунов там, и так далее, там, сотни миллионов уничтожили коммунисты. Вот. Так что лучше, что люди там, ну, что они занимаются по-другому чем-то, да, или, ну, это тоже, это я, допустим, против рекламы, да, против рекламы, но в Татарстане должны быть граждане, не должны быть вот коммунисты там и геи там или еще красные, белые, ты не так живешь, ты не так одеваешься. Естественно, не должны женщины носить юбку чуть ниже грудей, да. Этого не должно быть, да, потому что и этого не даст ислам наш, да, наша вера этого не даст. Это будет, это их задача, да, допустим, в какой-то мере, да, но государство к этому не должно иметь никакого отношения, не должны вмешиваться в личную жизнь, это самое главное, как сейчас вмешивается русская власть. Вот, а другого ничего нету, а что, демократия, почему нет? Почему демократия, а не шариат? Вот я и говорю, да, слушайте, я уже сказал, что должна быть демократия, шариата не должно быть. Это мое личное мнение, да. А вот правительство я вам уже сказал, да. Смотрите, смотрите, у нас, кстати, еще что хотел сказать, да, мы в правительстве поменяли название. У нас было раньше, не у нас, а было раньше независимый правительство Татарстана в изгнании, да. Мы даже изменили название, у нас были бурные там бои прям, да, в нашем кабинете министров, да, на совещание. Зачем мы изменили, да, потому что старое умирает, надо старое, пусть оно уйдет. Кто заслуживает почета, они будут в почете и уважении, а пусть новые приходят, да, и мы должны, если уж называть такими именами, да, то мы должны быть правительство Татарстана в нападении, да, мы должны так, да, по сути, да, потому что нам хватит убегать. Мы не должны убегать, мы не должны прятаться, мы должны выйти и сказать, мы татары, это наша земля. Уходите. Вот и все, вот что мы должны. Мы не должны пропагандировать убийство, мы не говорим об этом, да, кого-то убивать или еще что-то, ни в коем случае. Но это наша земля, все это точка. Это наша земля. Если вы хотите жить здесь, живите, вас никто не выгоняет. Но это наша земля, это и так и будет. Это будет. Мы будем воевать, если надо, мы будем воевать. Нам, Богом, Аллахом, нам дано второе за 30 лет и, наверное, последнее. Возможность сделать Татарстан независимым. У нас есть хороший опыт недавний. Живут его участники с нами. Мы можем взять и спросить, что вы сделали не так, нам скажут. Не читать мемуары, да, а у нас есть возможность у них, у живых спросить, да, у живых легенд наших, борцов за независимость, и сделать выводы, и сделать по-новому, по-другому. Вот что мы должны сделать. И поэтому мы изменили название на правительство независимого Татарстана. Независимого. Мы больше не будем ни убегать, ни там этот или то. Мы придем в Татарстан. Я не хочу планы раскрывать, но это будет в скором будущем. Мы придем обязательно. Давайте, есть вопрос? Вот я прошу прощения, Гафу и Тыгыс. Вот этот вопрос, если можете перевести, переведите, пожалуйста, я на него тоже отвечу. Вот. А пока я сейчас посмотрю, у меня еще где-то вопросы были, да? Значит, так. Как вы относитесь к русским? Ну, как я отношусь? Вот я как лично, вот у меня, допустим, работают и русские, там, и все. На бытовом уровне для меня вообще... У меня работал белорус один, который говорил, он жил в Америке и говорил, что здесь геи, здесь в школе это учат. Я говорю, а что ты здесь делаешь? Здесь там черные все, и русские все так говорят. Вот особенно сейчас, которые приезжают, ну, я не буду углубляться, да, просто я хочу, это суть русских, это суть русских, что они выше,
они воспитаны с кровью тогда, что они какой-то этот народ какой-то, да, там их кто-то образовал, они выше, вот написали внутри тюрьмы, им сказали, они надзиратели. А на самом-то деле они никто. Украина держала внешние рубежи. Украина отошла, все, у России нету с внешним миром связи. Татарстан, форпост внутри России. Татарстан объявит завтра о независимости, все посыпется как домино. Потому что Татарстан – это форпост России. Все держится на татарах, на Татарстане. Все держится на Татарстане. Только одно слово – независимость. И все. Но дело в том, что они не могут объявить, потому что они на крючке. Их сразу, у них охрана ФСБшная, да, они не могут, я же говорю, они же собираются все, они думают. Конечно, они думают, да, и вообще Минниханов, да, вот так вот, если посмотреть, да, просто так, он же неплохой человек, да, вот так он рассуждает, все, да, но он настолько на крючке, что он не может ничего сделать, ну, он видно же, вот, что он мучается внутри, да, но он не может сказать, вот так не может сказать, потому что его сразу уберут, да, потому что и в Москве сейчас готовят этого на пост, я думаю, да, что готовят этого, как его зовут, вице-премьера, как зовут-то там, я забыл его. Вот, поэтому, ну вот, получается так. Поэтому он что-то хочет, но он не может сделать этого. Вот. Так, что еще? Если вопросов нету, так, если вопросов нету, значит... Так, тогда, да, если вопросов нету, Бигзур Ахматсызга, я прошу прощения еще раз, что я не мог говорить на своем родном языке, потому что он запрещен, потому что насильно меня лишили его до 5 класса, я не знал вообще русского языка, меня вот за это место учительница брала и таскала, татарва, когда ты заговоришь на нормальном языке. Вот, поэтому что-то на вопросы какие-то я не ответил, я прошу прощения. Бигзур Ахматсызга, не забывайте, что мы татары. Мы народ, чьими предками можно гордиться. Бигзур Ахматсызга.